Новый переезд за 2 дня. Рабочие жилдорцеха обновляют железнодорожные пути Сибайского филиала УГОК. Быть законопослушными с детства. В школах города проходят посвящение первоклассников пешехода. Лед, который стал горячим. Во дворце Ирандык состоялся первый тур детского первенства Республики Башкортостан по хоккею. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Ляна Кириллова. Здравствуйте. Ежедневно по железнодорожным путям Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината доставляются сотни тысяч тонн руды. Поэтому исправное состояние путей – одна из важных задач предприятия. С начала этого года ведется уже второй по счету капитальный ремонт на участке. Подробности далее. С 18 октября водители автотранспорта, двигающиеся по улице Элеваторная, испытывают трудности с проездом. На переезде начался капитальный ремонт, в результате чего этот участок дороги временно закрыт. В первый день работ производился частичный демонтаж железнодорожных путей. Во второй 4 бригады жилдорцеха Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината занялись установкой рельсов и шпал. Капитальный ремонт железнодорожного переезда. Номер 4, путь номер 100. Тут у нас гнилый шпал, и надо было установить переезд. Закрыли дорогу, поставили знаки и разобрали переезд и потом собираем. По словам рабочих, ремонт завершится буквально на днях. Полдела уже сделано. На этом месте будет полностью обновленный 12-метровый переезд. В ежедневные задачи бригад входит также контроль и осмотр всей артерии железнодорожных путей предприятия, протяженность которых составляет 65 километров. Кстати, в связи с ремонтом сбоев в работе нет. Руда доставляется в плановом режиме. Пока используются другие переезды. Их всего 64. 12 из них находятся за пределами города. Ляна Кириллова, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. К другим новостям. В рамках Года экологии в Сибайском педагогическом колледже прошла Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Экологические проблемы современности». Учебное заведение собрало под своей крышей участников из Сибая, районов Зауралья и соседних регионов. Подробнее в материале Ирины Оренбургиной. Важнейшая роль по формированию подрастающего поколения экологического мировоззрения отводится педагогам. Поэтому именно на базе педагогического колледжа города для учащейся молодежи прошла Всероссийская научно-практическая конференция по экологическому образованию. Год был объявлен годом экологии в России и в нашей республике. Год особо охраняемых природных территорий. Поэтому во всех научных учреждениях, во многих вузах проходят научно-практические конференции разного уровня, международные, всероссийские, региональные. А вот то, что сегодня эта конференция проходит в стенах Сибайского педагогического колледжа, это явление, конечно, очень радостное, потому что экологическими проблемами должен озадачиваться каждый человек, особенно учитель. Программа конференции на тему «Экологические проблемы современности» предусматривала проведение пленарного заседания и тематических секций. Работа последних проходила по 2 направлениям – проблемы формирования экологической культуры подрастающего поколения и эколого-гигиеническое состояние окружающей среды региона. Авторами исследовательских проектов и их руководителями для обсуждения были подняты самые разнообразные вопросы, связанные с экологическим туризмом, проблемой утилизации бытовых отходов, сохранения животного и растительного мира, ролью искусства и физической культуры в формировании экологического сознания современной молодежи. Тема моего выступления – развитие скоростно-силовых качеств детей 11-12 лет на занятиях волейбола, то есть связано с секцией волейбол. Я представляю Сибайский педагогический колледж, и тема моей исследовательской работы – богатство вокруг нас. То есть мы, люди, не замечаем то, что богатство – это природа, это яшма, то есть объект моей исследовательской работы – это яшма. Тема моего сегодняшнего выступления – роль командных игр и формирование экологической культуры школьников. Сегодня буду рассказывать о экологической культуре, о здоровом образе жизни и о командных играх, разных тренировочных процессах.
Все выступления были актуальны как для жителей нашего города, так и региона в целом. Свои теоретические положения исследователи подкрепляли практическими выводами. Всего руководителями секций было заслушано более 20 научных докладов. Победителям конференции были вручены дипломы. Это наш первый опыт Всероссийской конференции, посвященная экологическим проблемам современности. Почему мы именно решили провести эту конференцию? Так как основа научных исследований закладывается именно первые годы студенчества. В нашем колледже мы на первых, на вторых курсах работаем над первыми шагами в науку. Именно наши студенты пишут рефераты, курсовые, а уже более углубленно занимаются наукой на третьих, четвертых курсах. Заявки были из регионов Челябинской области, Оренбургской области, района Зауралья, Баймакский район, Хайбулинский район, Зилаирский район. Это нас очень обрадовало, то, что были такие заявки. Также в нашей конференции вообще участвовало 1 академик наук, 5 докторов наук, 7 кандидатов наук, преподаватели наши, студенты, школьники. И участникам, и слушателям конференция позволила понять, что благополучие человечества зависит от того, насколько глубоко люди осознают серьезность своего воздействия на окружающую среду. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Тысячи первоклассников ежедневно самостоятельно добираются в школу. Этот путь не всегда бывает безопасным. Мероприятия, проводимые общеобразовательными учреждениями совместно с инспекторами ГИБДД, помогают детям адаптироваться к новым условиям и правильно вести себя на проезжей части. Так, в 12-й школе на днях была организована развлекательно-познавательная программа по правилам дорожного движения, посвящение в пешеходы первоклассников. Главный герой праздника, посвященного пропаганде безопасности дорожного движения – Красная Шапочка, Незнайка и Инопланетянка. Они появились неожиданно, чем привели первоклассников 12-й школы в неописуемый восторг. Вместе с детьми сказочные персонажи отвечали на вопросы ведущих по правилам дорожного движения. Весело и азартно играли в конкурсы. Герои праздника рассказали ребятам, как правильно переходить улицу, что означают дорожные знаки, которые встречаются им по пути в школу. В свою очередь, ребята продемонстрировали хорошие знания в области дорожной азбуки и пообещали не нарушать правила. Светофор. Если красный свет загорится, то стоять. Если желтый свет, то нужно ждать. А если зеленый свет, нужно идти. Когда переходишь по пешеходу по сторонам, чтобы не сбила машина. Надо знать правила дорожного движения. Надо переходить пешеход строго по правилам. Надо сначала посмотреть влево, потом вправо. Надо строго по светофору переходить дорожное движение. Надо не проходить, где машины едет, не надо там ходить. Со словами напутствия перед ребятами выступил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Альберт Обтекаев, который попросил детей со всей ответственностью подойти к своему новому статусу пешехода, уважительно относиться к правилам дорожного движения и быть достойным примером для своих одноклассников. Полицейский отметил, что в 12-й школе безопасности уделяется должное внимание. К правилам дорожного движения в нашей школе обращается самое серьезное внимание, начиная с того, что дети, когда только еще думают поступать к нам в первый класс, это на подготовительных курсах, мы обязательно с детьми проводим занятия по правилам дорожного движения. Знакомим их, обращаем на самые такие важные моменты, знакомим с светофором, как должны вести себя правильно пешеходы. И также, когда дети приходят у нас в первый класс, начиная с первых занятий, во-первых, мы начинаем занятия с родителями проводим, объясняем родителям, почему это очень важно соблюдать правила дорожного движения самим, показывать пример, ну и чтобы дети у нас соблюдали эти движения. А большим итогом таких вот маленьких занятий, бесед, у нас становится такой большой праздник. Это в первом классе мы проходим. И как вы обратили внимание, у нас работает команда, агитбригада юных инспекторов движения, которые ходят по классам тоже и проводят такие занятия. Веселый праздник завершился клятвой юных пешеходов. Клянемся соблюдать правила дорожного движения. Клянемся переходить дорогу строго по
пешеходному переходу. Лена Кириллова, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Бульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И новости спорта. Горячий лед. Распространенный оксюморон, использование которого целиком оправдано в отношении нашего следующего сюжета. Накануне ледовая площадка Дворца Ирандык принимала первый тур детского первенства Республики Башкортостан по хоккею. Схлестнуться в поединке по круговой системе съехались первые составы 4 сильнейших команд республики. Подробнее в сюжете Рената Музафарова. Блестящие комбинации, сейвы голкиперов, красивые голы и даже силовые приемы, завершающий хоккейный матч между командами Горняк Сибай и Салават Юлаев Уфа, содержал все атрибуты взрослого хоккейного противостояния. И пусть участников соревнований отделяет не менее 6 лет активных тренировок до начала выступления во взрослых составах, уже сегодня представителям детской хоккейной лиги Башкортостана удается подарить трибунам зрелищное спортивное противостояние. Соперник нравится, как играет в пас, взаимодействуют между собой. То есть, конечно, индивидуального мастерства, может быть, еще не хватает, но командное взаимодействие в пятерках, игра в пас мне понравилась. Андрей Сидякин, бывший нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев», уже 5 лет не выступает на льду в качестве игрока хоккейной команды. Прошедший накануне этап детского первенства Республики Башкортостан среди команд 2005 года рождения дебют Андрея Анатольевича в качестве тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев». Результат финальной встречи с сибайскими хоккеистами – победа с досадным перевесом для местных воспитанников 5-4 в пользу юлаевцев и второе место в турнирной таблице по итогам 2 дней соревнований. Среди других команд, выступавших на сибайском льду, были хоккейный клуб «Орлан» города Стерлитамак и «Юрматы» города Салават. «Орлану» удалось выйти абсолютными триумфаторами по итогам сыгранных матчей с СЮ 3-2 и 12-0 с салаватским клубом «Юрматы». Накануне мальчишки из местного клуба «Горняк» с не менее разгромным счетом одержали победу над салаватским клубом 13-1 и едва не дотянули до победы в поединке с «Орланом». Только азарт, только заряд, и она красивая игра шла по всем направлениям. Никто не может угадать, кто выиграет. Ну вот среди 3 команд это «Орлан», «Горняк» и «Салават Юлаев». Потому что ребята играют на уровне, ребята играют как бы на одной волне, на одном уровне, поэтому очень сложно. Но вчера, конечно, немножко упустили выигрыш, потому что дисциплина немножко подвела. Вот в связи с этим при двойном удалении пропустили важную шайбу. И по буллитам проиграли 4-5. Первенство республики для местных мальчишек – главные соревнования в текущем сезоне. Возможность принимать участие во всероссийском первенстве, как комментирует руководство, отсутствует по причине недостаточного финансирования. В целом же ребятам удалось значительно повысить свой уровень мастерства за счет интенсивных тренировок в межсезонье. Помимо первого сибайского этапа, в текущем сезоне местной команде предстоит посетить еще 2 выездных тура. В таком же режиме будут проводиться соревнования для 2 других возрастных групп 2007 и 2009 года рождения. Клуб «Триумфатор» детского первенства Республики Башкортостан по хоккею определится по количеству очков в конце сезона по итогам всех прошедших соревнований. Для Сибая хорошая игра вчера была, они со Стерлитамаком играли. Что касается нашей команды, да, то мы первую игру проиграли. Наверное, не до конца сразу проснулись. Первую половину игры плохо провели, вторую более-менее подтянулись, но сравнять уже не успели. Между прочим, знакомство с представителями местной хоккейной школы Андрею Сидякину уже доводилось вести в феврале этого года в рамках выездного мастер-шоу в городе Сибай. Теперь прославленному хоккеисту предстоит намного чаще бывать в нашем городе в новом для него качестве тренера. Играть легче, тренерам тяжелее в плане того, что ответственность другая уже. Здесь вроде ты сам за себя отвечаешь в игре, а здесь надо успеть всем подсказать, правильно направить. Так что немножко другое все. Ренат Музафаров, Радмир Сингулов, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск новостей на башкирском языке. Оставайтесь с нами.